Урок интересный для каждого. Дети так и рвутся ответить с места. Все благодаря особенному подходу к учащимся Лидии Зяудиновны. Преподаватель с 50-летним стажем, со званиями отличника просвещения и заслуженного учителя школ РСФСР. Ныне учитель начальных классов в 19-й школе имени Ахмеда Бокова. Смотрите, именительный падеж. Голубые, весенние. Окончания какие? Е. Еще раз давайте повторим. Родительный падеж. Окончание их. Дательный падеж. Лидия Коригова свою трудовую деятельность начала в 1972 году, сразу после окончания школы. Работала в 6-й Малгобекской школе старшей пионерской вожатой. Образовательное учреждение в числе лучших занимало 2-е место в Чечено-Ингушетии. В мае 1976 году Лидию избрали на 1-й всесоюзный слет пионерских вожатых в Москву. Там же наградили грамотой от ЦК ВКСМ за плодотворную работу. В 1977 году закончила Грозненское педагогическое училище и трудоустроилась в этой школе. Вот этот многолетний опыт работы, он свидетельствует о том, что учеба, она легкая не бывает. Учеба, она всегда была тяжелая. Но у нас у учителей всегда стояла такая цель, чтобы ее сделать более такой плодотворной, доступной, радостной. И учителям доверяют, особенно в началке, в начальной школе, доверяют своих детей в таком возрасте, когда на них легче всего оказывать влияние. Вот. Доверяют свою надежду, будущее этих своих детей. Вот. Ну и, конечно, это огромное доверие, и нам нужно оправдывать это доверие. В 2003 году Лидии Зяудиновне присвоили звание почетного работника общего образования. Кстати, все это нам поведала директор школы Мадина Коригова. Когда-то она сама была ее ученицей. Лидия Зяудиновна, она не просто коллега, она мой первый учитель. Меня в 1977 году, в 5 лет, мне было только 5 лет, когда меня именно отдали в ее класс, потому что к ней стояла такая очередь, и это была, мои родители считали, что это большая удача, что я попала именно к ней. А потом по жизни Лидия Зяудиновна мой наставник. Любой вопрос, любое непонимание чего-то я могла в любое время обратиться к своему первому учителю, к своему наставнику Лидии Зяудиновне. Чуткий, отзывчивый и добрый товарищ. Так отзываются о Лидии Зяудиновне ее коллеги. Если мне нужна помощь, я обращаюсь к ней. И молодые наши коллеги, которые только пришли в нашу школу работать, они тоже обращаются к ней за помощью. Она в любой ситуации может помочь, посоветовать. А вот как отзываются о своей учительнице сами учащиеся. Лидия Зяудиновна замечательный учитель и очень хороший человек. Она не только учит нас знания, но и учит доброте, самостоятельность, быть самостоятельными, справедливости. Дик объясняет учителю, дайман дик дикамаш хамаш хортуцук еще атхортун. Строгая Лидия Зяудиновна? Нет, вообще, она добрая. Лидия Коригова признается, обучение, да и просто времяпрепровождение с детьми – любимое сердцу дело. Шутит, что сама, порой не замечая, школьную дисциплину навязывает и своим внукам. Их у нее 16. Их она называет главным своим богатством. Дома говорят: мам, останься дома, уже можно. Ну, конечно, все время не смогу работать, но сколько хватит сил. Не от того, что, вот, может, это даже не для этого, не от того, что там нужда заставляет, просто я без детей не могу. Но после рабочего дня силы остаются на внуков? Остаются. Правда, бывает тяжело, но все равно прихожу. Наоборот, тяжелее бывает, когда дома. Вот когда дома, потому что даже вот когда я брала академический отпуск 1 год, попробовала себя в другой сфере. Не могла. Вот сквозь слезы работала там. Я говорю, я не могу. Это не мое. Дайте мне детям.
Ее вклад в дело образования не раз отмечался на федеральном уровне. В газете «Комсомольское племя», вышедшей в свет в 1973 году, в одной статье писали о начальном образовании Малгобекской 6-й школе и о чутком преподавателе Лидии Кориговой. На черно-белом фото ей 18. Еще газета «Ленинское знамя» повествует о делегатах знаменитой комсомольской конференции, единственным представителем ингушской интеллигенции, где была Лидия. И таких печатных изданий десятки. По ним можно проследить ее педагогическую деятельность до сегодняшних дней. Адам Мережков, Асхаб Белакиев. Новости 24.